Прошел ровно месяц с тех пор, как в центре города, на улице Леона, недалеко от городского отдела милиции, была похищена Ирина Дочья, член политсовета нашей партии, секретарь политсовета. Мы обращались к высшему руководству страны, нас уверяли, что дело взято на контроль, и есть большие надежды на то, что оно будет раскрыто, но вот уже прошел месяц, и мы не видим каких-то эффективных действий со стороны правоохранительных органов. Это нас очень огорчает, поэтому мы вынуждены сделать сегодня заявление с призывом к руководству страны, к правоохранительным органам проявить все свои профессиональные качества для того, чтобы это дело было раскрыто. Совсем недавно, во время проведения чемпионата по футболу в Сухуме, был похищен наш гражданин. Это прошло безнаказанно для похитителей. Не прошло немного времени, было совершено еще более вопиющее преступление, когда женщина, мать, была похищена прямо в центре города. Это был такой вызов обществу брошен. Нас удивляет не только то, что правоохранительные органы в этих случаях оказываются неспособными раскрыть эти преступления. Нас удивляет молчание общества. Ни одна общественная организация, ни женские организации, ни общественная палата не стала обсуждать эти вопиющие факты, которые происходят в нашем обществе. Я в связи с этим вспомнил слова одного немецкого пастора, который говорил о том, что немецкое общество и интеллигенция молчаливо смотрели на действия нацистов. И объяснял это тем, что, как он говорил, когда пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не коммунист. Когда пришли за евреями, я молчал, потому что я не еврей. Когда пришли за католиком, я молчал, потому что я протестант. А когда пришли за мной, некому было за меня заступиться. Вот так, пока беда не постучится в наш дом, мы все молчим. А потом, когда это коснется каждого отдельного человека, начинается шоу в администрации президента, когда женщины одеваются в черное, цепляют фотографии погибших родственников и требуют от властей активного участия в раскрытии преступлений. И их можно понять, потому что когда они не видят других методов борьбы, они используют те, которые им доступны. Мы не хотим действовать такими методами. Мы хотим, чтобы наше государство было защищено не только внешне, но и внутренне. Я помню, когда обсуждался вопрос о охране наших границ российскими пограничниками, в обществе было много споров по этому поводу. Но власть действовала решительно. И сегодня, благодаря этому, мы спим спокойно, знаем, что мы защищены от внешней угрозы. Мы не теряем на границе сотнями наших граждан, как это было раньше. Такая же безопасность нам нужна внутренняя. И нам предложили такие совместные действия, такую организацию, информационно-координационный центр, который мог бы быть серьезной подмогой нашим правоохранительным органам в деле раскрытия преступлений. Но кому-то это не понравилось, и власть не нашла в себе силы в том, чтобы принять правильное решение. В итоге был принят документ, такой урезанный, который не дает никаких возможностей для эффективной работы правоохранительных органов. И вот что мы сегодня имеем. Еще раз хочу обратиться и к президенту страны, и к правоохранительным органам с просьбой активно и эффективно действовать в раскрытии данного преступления.